очень часто общаюсь с молодыми людьми, наверное, от 15 лет до 35, и замечаю такую замечательную тенденцию, что люди думают немножко в другой парадигме мышления. Молодые люди сегодня хотят объяснения многим событиям с точки зрения чисто человеческой. То есть они задают вопросы: а для чего это, почему это, с чем это связано, в чем выгода, в чем интерес, в чем смысл того или иного происходящего события или мероприятия. И мне очень интересно, что они об этом думают. И чаще всего мне нравится ход мыслей молодежи. Я думаю, что цифровая эпоха дала им возможность проникнуть в очень разные сферы в очень быстрый срок. И поэтому мышление молодого поколения сейчас в каком-то смысле шире, наверное, чем мышление старшего поколения. Но у молодого поколения нет того огромного такого аналогового опыта, который есть у старших. И мне очень хочется, чтобы молодежь спокойнее воспринимала присутствие старших в сообществе, а также какие-то советы, размышления, да, и понимала, что старшее поколение общается немножко по-другому, но у старшего поколения можно взять очень многое полезное, применить это уже с такими мозгами цифровыми, что называется, да, умея находить информацию. Если применить опыт в сегодняшней жизни молодежью и в политике, и в экономике, и в социальной сфере, мне кажется, что нас ждет большое будущее. Поэтому я молодежи советую проникнуть в любые сообщества, где собирается старшее поколение, набраться опыта всяческого, советов различных и рекомендаций, все это обработать с точки зрения современного мира и современных каких-то задач и целей, внедрить это все и сделать нашу страну процветающей.